Легенды видеосалонов. В пересказе Гоблина культовый переводчик Дмитрий Пучков вспоминает культовые фильмы 80-х и 90-х на Радио КП. Дети до 16 лет в кинозал не допускаются. Полицейская академия. «Полицейская академия» — это была первая американская комедия, которая лично мне на видео попалась. Чудовищно смешная была тоже. Несмотря на то, что ее переводил гражданин Володарский, который там проходил под кличкой Прищепка на носу. То есть у него там серьезные проблемы с дикцией были. Он очень медленно говорил. Там какие-то у него настолько дикие интонации были, что... Но это придавало тогда какое-то даже, я бы сказал, очарование. Вы поняли, что нам наша новая дама-мэр дала? Она хочет обесчестить одно из лучших учреждений закона и порядка в нашей стране. Что вы скажете, сука? Начальник академии, да, начальник полиции. Мэр говорит, что мы должны брать эту мразь. Но мы же не обязательно должны сделать из них полицейских. Когда никто не понимал, про что говорят эти самые актеры, ты ж вынужден верить переводчику, что на самом деле там вот про это. Как обычно, 2/3 мимо, 1/3 мимо. Вообще не сказал. 2/3 сказал неправильно, но тем не менее. Даже так невозможно было испортить, потому что ситуационные всякие, так сказать, моменты, они настолько смешные, что ничем испортить было нельзя. Для таких важных людей, как вы, я уступлю. Начали. Все, сядь. Отлично. Чуть-чуть снимите с боков. Сделаем. А это можно? Конечно. Тут вам не армия. Комедия была великолепная, на мой взгляд. То есть у нас пользовалась безумной популярностью. Там тоже. То есть я не могу сказать, что там какие-то фразы меня поразили. Больше разные идиотские ситуации. Особенно где там полицейский Маховый что-то там с трибуны вещал, а ему там проститутку подогнали. Было страшно смешно. Вот какая в Америке полиция. Это все думали, как у них все интересно, весело, забавно, в отличие от наших серых тупых ментов. Как там круто, как там здорово и всякое такое. На самом деле, конечно, ничего там подобного в полиции нет. Там все достаточно сурово и жестоко, но фильмы вот такие. Вас дали нам, потому что вы худшие в академии. Вы подразделение Г. Г означает говно. Когда я буду кричать говно, я обращаюсь к вам. Вы будете ненавидеть меня весь остаток своей жизни. Я заставлю вас пожалеть, что вы вообще пришли сюда в академию. У нас в академии традиция. В каждом подразделении 2 командира. Кадеты Блэнкс и Коупленд. Шаг вперед. Легенды видеосалонов. В пересказе Гоблина. Полицейская академия. Для нас, безусловно, для нас любые. То есть сам факт того, что подобные фильмы вызывали безумный интерес, всем страшно нравились, это говорит о полной вообще неразвитости вкусов, полной вообще отсутствии какой-то ни было насмотренности, так сказать. У тебя должен быть какой-то багаж, когда ты понимаешь, что хорошо, что плохо, как снято и прочее, и прочее. То есть там понимание отсутствовало полностью. Я не знаю, такое чувство, будто в какой-то горный кишлак привезли видеомагнитофон. Ровно то же самое происходило и у нас. То есть у нас все любят себя позиционировать как ярых киноманов. Мы все знаем, мы все видели. Что ж вам такое тогда нравится? Вы, видимо, что-то вы не понимаете. Знаешь, Махоуни, я бы хотел последующий месяц провести за следующим занятием. Разбирать тебя на мелкие кусочки. Но я этого не сделаю. Потому что ты дерьмо. Ты плохо действуешь на моральный дух. У тебя, конечно, вид милого мальчика, но тебе меня не обмануть. Ты дьявол. Ты прогнил до мозга костей. И ты делаешь невозможным для меня воспитание настоящих полицейских. Вы знали об этом постоянно. Меня от тебя тошнит. Всех от меня тошнит. Сейчас мы позвоним твоему приятелю, капитану Риду. И ты поможешь мне.
убедить его в том, что он совершил ошибку. Я сделаю все. Теперь уже определились для какой-то аудитории. То есть совершенно понятно, что это фильмы для подростков. У нас не всем, например, ясно, что в Америке аудитория от 13 до 17 лет – это 75% зрителей американских. И если ты хочешь коммерческого успеха, фильм должен быть ориентирован на них. Именно поэтому какие-нибудь «Звездные войны», там «Индиана Джонс», где там нет ни крови, ни ругани, ни там секса, наркотиков, это все исключено. Его быть не должно для того, чтобы охватить максимальное количество детей. Вот, это для детей, да. Ну, пошлое, конечно, но тем не менее для детей. Спасибо, мистер Лассард, начальник полиции, мадам мэр, Папа Римский, король Норвегии и остальные наши почетные гости. Породила кучу продолжений. Их там уж на моей памяти только штук 6 было, по-моему. И даже недавно вылез, может, помните, там, начиная, по-моему, с 3-й серии, там был такой панк, такой идиот отмороженный. Все время визжал, там, что он ненавидит колесо обозрения, еще чего-то там. Даже он самостоятельно снял кино «Боже, благослови Америку», чем удивил не меньше, чем дельфин. А я грабитель. Я вылезаю из окна с украденной стереосистемой через живую изгородь, а ты должна арестовать меня. Что ты говоришь, Хукс? Не с места. Это ограбление. Ограбление. То есть я полицейская. Сядьте, Хукс. Сесть. Теклберри. Попробуй. Та же самая ситуация. Вот дом, вот окно. Я грабитель. Вылезаю через живую изгородь. Бросай стереосистему, пока я тебе, сука, яйца не отстрелил. Теклберри. Нам нужно еще будет поговорить. Дети до 16 лет в кинозал не допускаются. Легенды видеосалонов. В пересказе Гоблина культовый переводчик Дмитрий Пучков вспоминает культовые фильмы 80-х и 90-х на Радио КП.